пассивно, кто-то активно. Здесь, по крайней мере, должны быть и спикеры одной из секций. Сегодня здесь присутствуют учителя общеобразовательных школ, присутствуют бакалавры и магистранты Института исторического права и социально-гуманитарного образования нашего вуза. И сегодня мы продолжаем наш разговор о качестве преподавания исторических и археологических дисциплин в рамках реализации ПГУС. И сегодня вот наша секция, наша площадка посвящена именно интерактивным методам обучения. И прежде чем предоставить слово научному куратору исторического парка, профессору Рустаму Казневу, с которым у нас с 2018 года вообще с историческим парком сложились партнерские отношения, связи. Мы реализуем свои проекты, которых вы знаете. Прежде чем Рустам Астафьевич начнет, позвольте предоставить слово директору Института исторического права и социального гуманитарного образования Оксане Сергеевичу Шмигуловой. Приветствуем словом. Уважаемые коллеги, даже присутствуют студенты, уважаемые коллеги, уважаемые гости, я рада приветствовать всех, кто сегодня здесь присутствует. Рада приветствовать на нашей конференции всероссийской, первой всероссийской научно-методической конференции, посвященной вопросам качества исторического и археологического образования. Мы продолжаем сегодня работу, и я благодарю наших партнеров конференции, которые сразу же откликнулись, и мы благодарны им за это, что действительно и не остались безучастны в управлении нашей, которая была поднята, и видят именно роль исторических парков, роль таких больших музейных комплексов непосредственно в обновлении и развитии исторического образования. Как я уже вчера говорила, актуальность наших вопросов поднята на этой конференции, только еще более ощущается в связи с теми установками, которые были даны 27 сентября Владимиром Владимировичем Путиным о необходимости обновления исторического образования, вернее, преподавания истории, необходимости обновления методики, для того, чтобы действительно быть в русле, наверное, тех процессов и средств централизации, которыми мы сейчас окружены. Поэтому очень органично то, что секции наши проходят именно здесь, в этом прекрасном месте, которое на передовой позиции в плане цивилизации, да, в плане действительно новых технологий, средств, именно средств цифровых, которые можно и должны мы, наверное, использовать в учебном процессе. Да, потому что средства позволяют говорить на новом языке, да, позволяют наши языковые средства слова использовать уже в новом ракурсе, в новых аспектах, которые только позволяют нам достигнуть высшего эффекта. Вот. Поэтому я еще раз благодарю наших партнеров, приветствую всех участников сегодняшнего мероприятия и зная, насколько ответственно наши партнеры и подошли к нашей просьбе, наверное, да, просто хочу пожелать всем хорошей, продуктивной работы. Я думаю, что каждый возьмет для себя на заметку те моменты, которые можно обязательно использовать. Дело в том, что исторический парк, казалось бы, да, автономный только в Уфе. Да? Республика большая, но все-таки, во-первых, есть возможность приезжать. Да, всегда районы тоже приезжают в республику и проводят здесь не только экскурсии, но почему-то познавательные учебные мероприятия. Вот. Потом есть возможность дистанционного общения и дистанционного просмотра различных средств, которыми насыщен исторический парк. И еще один момент. Исторические парки, ведь это явление сейчас не только в Уфе, по всей России, 24, по-моему, не ошибаюсь. 23 действующих, 2 уже вводятся. Да, вводятся, все-таки это большое количество субъектов Российской Федерации, а поскольку республика территориально достаточно большая, то некоторым нашим
пограничным районам удобнее, может быть, ездить, скажем, не в Уфу, а в другие города России, где точно так же можно использовать ресурсы исторических парков по той методике, по тем, наверное, уже клише, технологиям, которые сегодня мы услышим, как говорим. Вполне у нас, скажем, Туймазы или район, да, Запада может выезжать, и, насколько я знаю, в Самаре неплохое место исторический парк. Ну, вот здесь вот, я думаю, что все эти вопросы, они будут округлены. Хороший коллективный рамок. Порядок работы. То есть вот сейчас Рустам Аскарович своим мастер-классом выступает. Я думаю, очень интересно это будет. После этого, если у нас как раз заходят да, командиры и председатели поисковых отрядов, они предоставили возможность познакомиться с их историческими артефактами, что вы можете сделать после выступления Рустама Аскаровича. Ну и потом здесь находятся у нас пятикурсники, вы успеете, когда вы собирались, да, успеете. Здесь находятся учителя из Нефтекамска, которые хотели поздравить Владимира Михайловича, да, поскольку конференция посвящена его юбилею. Я думаю, мы все успеем сделать. Дорогие друзья, от имени администрации исторического парка, лично я вас приветствую в площадке исторического парка. Очень рад, что вы снова к нам пришли, потому что несколько из вас я уже желательно помню и с удовольствием принимаю самые темы. И исторические парки сейчас интегрированы в национальный проект образования. Владимир Владимирович дал поручение вашему профильному министру, это, по-моему, вторая работа, и выделяет с 2004 года субсидии для того, чтобы это славное интегрирование средней школы и исторических парков как вспомогательных образовательных интеллектуальных площадок, миссия которых состоит в том, чтобы просвещать, образовывать, а также формировать гражданское выявление мировоззрения, в принципе, это память другого государства, тем более нашего, которое имеет более чем тысячелетнюю историю. Исторический парк, он и то, что действует парк, это, конечно, беспрецедентный проект, и в том числе беспрецедентный проект не только в рамках Российской Федерации, но и в развитии памятных земель, здесь нет такого формата, потому что именно в России реализована концепция, используя современные цифровой подачи информации, показана линейка исторического развития государства, начиная с периода образования государства и доводится до самого новейшего. Это, конечно, потрясающий проект. И Уфимский парк был вторым парком и первым региональным парком Российской Федерации, и поэтому в силу этого наш парк технически оснащен, так как здесь школы проект «Газпром» различного рода панелями, сенсорами, Я запомнил. Нет, документ. Наличествующий материал, образованный датчик марков, он может быть использован для различных, точно даже для аспирантов. Наши интерактивы, цифры с тем, кто
И сегодня я хотел бы вас, наша сегодня работа будет делиться на две части, и они будут практически. Я хотел бы, чтобы вы получили отношение учителя, школьника с точки зрения восприятия интерактивного информационного поля, с которым встречается наш парк. Миссия интерактивного обучения в историческом парке, она уже с 1917 по 2021 год в принципе изучена, комплексно изучена, как специальными историками, так и психологами, специализирующимися на восприятии информации различными социальными группами населения, в том числе обучающими. И в результате проведенного мониторинга четко удалось определить, например, 3 миссии. Это точно идет формирование креативного мышления, потому что большинство обучающих сейчас в силу цифровизации сознания, становления нового типа мышления, 21-го визуализма. И они сначала воспринимают информацию зрительно, или что-то через зрительное восприятие, идут побудительные импульсы, воспринимать информацию, используя другие вещи у человека, способы ее восприятия, то есть рефлекторное, проговаривание, прочитывание. И поэтому интерактивное обучение, оно формирует креативный тип мышления. И во второй части я вам покажу, как это делается. Также интерактив вот в 21 веке, такая новая абсолютно удивительная реальность, способствует выработке и принятию решений. То есть сопоставляя гамму визуальной информации, которая потом сочетается с письменными текстами, и идет принятие решения у школьника, студента, аспиранта и вообще за другого человека, который занимается формированием интеллектуальной миссии. И, наконец, развитие аналитических навыков. Потому что если идет сплошной визуальный ряд, идет утомление информации. Если идет осмысленный ряд визуальной информации и при помощи объясняющего учителя, преподавателя, и в данном случае, когда реализуется миссия просвещения во время экскурсии, то вот здесь точечно идет формирование и выработка аналитического восприятия видимого и уже выдачи, что называется, на профессиональные гора результат. Потому что мы сейчас с чем сталкиваемся в средней и также в высшей школе. Наблюдаются некие такие явления, которые я лично называю уже профессионально. Почему мне с вами приятно общаться, я ваш коллега. И не имеет значения, на какой площадке, то ли в школе, то ли в высшей школе. Одно и то же миссию выполняет, знать, уметь творить. И вот сейчас большая часть студентов, это уже мой опыт. А что такое студенчество? Это просто школьное образование. И они профессионально натренированы и нарефлексированы на описательные действия. А вот транзит от описательных действий к аналитическим действиям дается им с трудом. Но здесь, когда мы говорим о визуалистике, если его никто не отрицает, и я не оголтелый сторонник использования лишь только интерактивных методов обучения. Наоборот, я считаю, что это вспомогательный и сложившиеся коллекционные источники, и в частности источники на письменных носителях, они никуда не уйдут, и они должны комбинированно сочетаться с интерактивными источниками. Но тем не менее, вот эта разумная, выверенная подача материала, она в силу сложившейся привычки с детства впитывает сначала визуальный ряд, а потом он дополняет различными другими информационными блоками, в том числе и изображенным в виде знаков на письменных носителях, они как бы способствуют тому, что я называю развитием аналитических навыков. А иначе что получается? Да, через картину развития аналитических навыков, а не только через традиционные источники информации. Иначе пойдет отторжение, потому что мы должны обязательно думать о том, в какой атмосфере формируется ребенок еще до того, как он придет в школу.
Это очень тоже важный момент, потому что в педагогии и историю педагогики, а также психологию и становления личности, в каком бы она сейчас что-то не развивалась, все прекрасно знают. До 6-7 лет формируются базовые мировоззренческие установки, которые даются семье и в той окружающей действительности. Это так называемый эффект Малкольма. Если бы любой какой-либо Homo sapiens генетически сверходаренный попадает в руки обезьян, и до 6-7 лет он находится в лесу, потом его адаптировать невозможно. Это все, потому что мозг уже заблокирует ту команду социализации личности. Он окажется человеком леса и не более. И дальше. Сейчас. И интерактивные технологии мультимедийного исторического банка. И здесь обратите внимание, что у нас вот здесь представлены 6 технологий, которые используются в банке. Специально не пошли по пути какого-то перенасыщения, но в принципе они все покрывают имеющийся на сегодняшний день функционал. Если вот где бы либо вы не оказались, где, например, локализированно существует интерактив в нашей стране или за пределами русскоязычного контента, или он представлен в интернете, как бы вы ни проводили мониторинг, вы обязательно встретитесь с тем, что это анимационный эффект, а не были. Это наглядность, доступность и привлекательность пояснения, потому что специалисты, занимающиеся масс-медиа, а также специалисты, которые очень профильно, точно изучают, как формируется вообще мировоззрение, говорят, что, увы, статичность, а не динамичность, она блокируется подсознательно, бессознательным я. Поэтому, чтобы пройти уровень сознания к сознанию, сознание дает возможность формировать глубокие знания, как оперативно, так и стратегически, в очень большой степени, нужна вкусная подача, или то, что называется фантик. Но каждый фантик он должен содержать, естественно, качественную составляющую, иначе это будет непродуктивно. Простота и удобство многократного пояснения. То есть никаких сложностей, никаких алгоритмов и никаких там заумных каких-то технологических цепочек. Нужна адаптированность. Нельзя вызывать некую шоковую такую отрицательность, отрешенность. Принцип такой: ты приходишь, тебе какой-то период времени нужен адаптационный, в том числе для тех, кто проводит уроки, то есть нужен первый прогон. В любом случае наши сотрудники владеют технологиями демонстрационного показа, например, тем же учителям, как это надо сделать. Мы проводим мастер-классы здесь уже со специалистами, которые приходят и дают здесь или уроки, или проводят лекции. Но вот некий такой адаптационный период, как если возьмите любое, например, техническое средство, первоначально можно работать путем тыка, а потом почитать какую-то инструкцию, никакие инструкции не даем, мы показываем на практике, как это функционирует. И какие здесь имеются возможности, они составлены очень просто. На запоминание и с точки зрения элементарной, а не математической. Это вот основной принцип подачи доступности информации и ее восприятия. Ну и, конечно, привлекательное озвучивание того, что демонстрируется, то, что должно захватывать ребенка. Например, здесь у нас на интерактивных ставках имеются битлы. Невозможно показывать школьникам, когда анимационные действия достаточно выверенно, умно и интересно показано, потому что это захватывает ребят, в том числе и старшеклассников. Они как бы побуждаются и погружаются в игровую атмосферу, и в то же время независимо как бы от себя происходит проникновение в сознательное я, и формируется четкая практика. Иногда не задают, используйте здесь четкость. Ни одной. Никаких 25. За это настолько строго следят, никто не будет. Потом здесь прошло столько много вариантов
очистки, прежде чем это стало доступно. Другое дело, что вы как профи можете с чем-то соглашаться, не соглашаться с точки зрения наполнения контента. Контент здесь просто так не появился. Контент проходит контроль даже не в академическом учебном заведении, а в Институте истории Российской академии наук. Вот все, что здесь представлено в качестве текстовых изложений, это никакая не художественная статья. Это проходит вот несколько степеней экспертной оценки Российской академии наук. И поэтому Российская академия наук, она, кстати, выполняет очень интересную миссию. Здесь, если вы внимательно проследили, то в фактах нет никакой политической атрибутики относительно подачи и предпочтения в отношении тех партий, которые существуют в нашей стране. Это просто, вот, знаете, такая поддерживается линия. И тот текст, который здесь представлен, он плюралистичен, и все зависит от исторического понимания преподавателя и учителя, который дает. Наш парк сейчас представлен двумя видами контента. Федеральный контент, он одинаковый во всех 5 парках Российской Федерации, и региональный контент. Что касается регионального контента, то мы его выполняем, сейчас реализован первый блок, это 1945, 1916-1919 год, Владимир Немец. Мы очень благодарны Оскару Закевичу, а также Гульнару Талгатову, не то, что они приняли участие в составлении плана реализации контента. Во второй очередь, надеюсь, Оскар Закевич, Гульнар Талгатов, не откажетесь быть теперь, когда мы осуществляем партнерство консультантами этого проекта, потому что парадигма его реализации изменилась, основная нагрузка на составление текста сейчас ложится на профессиональных сотрудников, по такого решения. Но если вы, как руководитель, представитель факультета, не будете против, чтобы ваши коллеги осуществляли миссию консультирования научных. Вот, и также к этому откликнулись уже мои коллеги из Стерлитамака, потому что первая очередь контента формировалась под эгидой специалистов ученых Башкирского государственного университета. Там приняли активное участие историки Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета и Маритинова Аркадия Эдуардовна любезно согласилась, тоже уже как бы имея опыт работы выполнения конкретного содержания, быть научным консультантом под УМЗАЛом, по которому она профессионализировалась. И поэтому очень рад, что такой отклик сейчас я получил. Ну и, конечно, очень важно, и вы прекрасно знаете, исходя из своей профессиональной деятельности, что такое держать аудиторию. В данном случае класс в университете аудитории. Работают там чисто психоэмоциональные, физиологические части. Какой бы учитель не был совершенен в плане, в нашем понимании, профессиональный термин «держать аудиторию за горло во внимание» это просто невозможно, потому что для мозга нужно много, тем более для подвижного ребенка, и у него вполне вероятно ожидаемый, программированный, так вот, человек, что ему нужно секунду минуты отдыха. Просто расслабление в этот момент эту информацию не отпускает. Просто отдыхает и забывает. И вот здесь как бы продумана идея не то, что в каком-то взвешенном состоянии, и не нужно никакого взвешенного состояния, но именно интерактив, он позволяет держать обучающегося в состоянии повышенного состояния. Так как у него работает не только слух, не только слуховая память, вербальная память, но здесь еще ко всему этому включается харизма учителя, преподавателя, голос, то, что называется обволакивание энергетическим потенциалом преподавателя, и вдруг еще как бы анимационные действия. Вот это, вся компонента, она и способствует более точному формированию. Но еще раз я хочу
обратить внимание. Я не глобализирую, не призываю, и 100%. Я вообще противник, например, интерактивного 100% обучения, когда мода это, я очень рад, что она прошла. Надо четко понимать, это вспомоществование, но очень удачное вспомоществование, формирование общечеловеческого, исторического выгодного контента в линейке школьных студентов, интересующихся историей с точки зрения великой миссии исторического просвещения, которая в нашей стране сейчас начала реализовываться, было подписано соответствующее постановление 30 июня 2021 года. Но и преимущество интерактивного обучения в мультимедийном историческом парке, активизация инструментов. Очень спрашивают, а как это происходит? А знаете, что происходит? И вы, наверное, на уроках тоже обращаете внимание. Вы тоже, наверное, даже... Вы знаете, вот сейчас я не делаю реверанс в школе, как бы, вот, относительно школы, но я проследил в школе намного оперативнее в силу ряда технологических причин перешли на ведение уроков с помощью презентации. В университете это сделали на несколько шагов позднее, потому что очень порой бывает сложно сугубо, например, историко-аналитические, теоретические вещи отсутствовало из арсенала постструктурализма. И вот всех вот этих новейших технологий, которые в самое последнее время становятся прорабатываться российскими учеными, а также специалистами зарубежного развития. Вот, я на своем опыте могу сказать, для того, чтобы подчеркнуть, например, то концептуальное, что сейчас дает возможность молодому студенту в рамках бакалавриата с магистратуры или аспирантуры быть конкурентоспособным. Вот мне лично приходится, например, смотреть в рамках междисциплинарного подхода именно для высшей школы. А что достигли мои коллеги в политологии? А что они достигли в экономике? А что они достигли в антропологии? И целого ряда других дисциплин. И вот то же самое я смотрю с точки зрения достижений специалистов не про истории, а коллег, которые специализируются непосредственно как по зарубежным усилиям, но также в изучении, например, истории Франции, по большому счету, если там какие-то внедренные технологические новинки, не имеет значения именно что ты изучаешь, как ответы ты предметы. Самое главное понятие осознания технологий, ну, конечно, в адаптированном виде все это в аудиторию и несешь студентам для того, чтобы они были конкурентоспособны на рынке труда. Потому что миссия сегодня ведь и тех, кто специализируется в гуманитарной области, университеты понимают, что школа и школа, и как другая функция, она заключается в решении как бы 3D, можно сказать. Опять-таки я не делаю выкуп на интерактив, а 3D условное значение. Это как бы треножник, который вырабатывает в человеке устойчивую мировоззренческую, что называется, столбовую концепцию. Потому что если одна методика, это шаг, две методики, уменьшение, а вот три – это уже устойчивый концептуальный вид. Это в области гуманитарной школьник-студент должен уметь логистически, а не хаотично находить информацию. Вот используя то, что называется выверенной логистикой. Дальше. Знать методику школы, университета, обработки этой информации. И третий этап. Выдавать на гора в рамках своего возраста, в рамках своего навыка, в рамках своей профильности, аналитический вывод. Вот как бы эта миссия тех, кто специализируется в гуманитарной области. Это то, что называется историко-инженерной аналитикой. Это действительно, если мы хотим соответствовать новым европейским мировым трендам и как бы нести ответственность, что подрастающее поколение адекватно, интеллектуально, адаптированно реагировать на
интеллектуальный европейский выбор, то вот только в этом ключе и нужно формировать, обучать, и самое главное, прививать навыки школьникам-студентам. Ну и второе – это концентрация внимания, легкость классификация внимания. Да, тоже вот используем различные методики, которые применяются в школе. Слуховое зрительное восприятие. Это уже доказано, что слуховое зрительное восприятие не способствует более долговременному это своеобразная такая дорожка, которая записывается на соответственно базу данных, которые нужно время, условия, ожидая динамичную атмосферу поведения, это будет антифизиологично, который находится. Ну и динамичная смена режима, восприятие информации, то есть недопущение разнообразия, слепоты и каких-то убегает. Подождите, я включу вам. Да, вы что-то меня выбиваете, да? Это? И вот теперь как бы наглядное знакомство с потенциалом исторического. У нас 4 мультимедийные экспозиции. Одна из них у нас отдается под текущие, например, какие-то выставки. У нас будет профессиональная, ориентированная, даже не выставка, а программа «Билет в будущее». И поэтому, например, одна из мультимедийных экспозиций она будет подана, как правило, на Вишке в 20 век. Обратите внимание, 7000 квадратных метров, это очень большое. И вот в связи с этим я хочу одну ремарку. Понимаете, в исторический парк можно прийти галопом по Европе. Это тоже как бы неплохо с точки зрения вообще. Но если мы будем говорить конкретно о миссии выше, приходить сюда можно формализировать, пройтись. Это тоже неплохо, если кто-то приедет, например, в Нью-Финикс, и получить общее такое аттракционное впечатление, и на этом фоне тоже создать благоприятную историческую почву и ее активизм. Но если мы говорим, говорим о том, что миссию в виде уроков, то надо приходить и брать отдельно взятый сегмент. И в рамках этого хронологического, тематического сегмента, после того, как урок отвели и миссию выполнили, тогда можно как-то еще там что нравится школьникам в виде десерта интеллектуального, нравится в конце. Но изначально можно понимать, что наш план. И я был не разработчиком, я был рецензентом, я рецензировал это издание для Министерства образования. Это мы очень тесно сотрудничаем с самым настоящим парком, неоднократно там были у нас здесь на площадке получить года. Мы прошли уже прямо в начало пандемии, и вот здесь проводил мастер-класс питерских преподавателей. Здесь был. И на базе исторического профессии «Моя история» в Санзакиче вот это пособие было издано, которое мы я не рецензент этого пособия, которому давали проверку. Я был, скажем так, рецензентом по поручению Минкова, который дает делал рецензию этого издания и с точки зрения возможности тиражирования в соединении школ с интерактивными парками для того, чтобы читатели пользовались. Чего это я говорю? Парк просканирован с позиции его использования в учебной практике. И создан как бы комплекс, когда учителя используют методическое пособие, перерабатывая его, естественно, на свой творческий лад, могут уже функционально, точечно приходить и
сегментарно ту или иную тему, здесь спокойно излагать. Ну и, наконец, 9900 единиц техники, которые как бы пополняются. Вот 4 экспозиции. Когда нас называют музеем, мы укожимся. Но ничего в ответ не говорим. Ну, хорошо, называйте музей. На самом деле у нас миссия иная. Мы как бы вот стоим в линейке просвещения образования, формирования именно государственно выдержанного мировоззрения. Здесь я вообще не боюсь. Пускай там хоть кто-нибудь отвлекает, а почему вы миссию говорите государственном выдержании? Я тогда на это отвечу. Назовите мне хоть любую страну мира, любую, с различными как бы политическими конструкциями внутри страны, которые не формируют государственно ориентированные исторические сознания. Вот хоть одну назовите такую страну без оладьности. Нет такого. Другое дело, как бы, но вы знаете, например, миссию школы, миссию патриотическую в США Голливуд исполняет. Если вы посмотрите Голливуд, те как бы идеи, которые он излагает, была у вас возможность посмотреть, например, как историю США преподают, или как в школах спускается с регулятора американского образования, там, конечно, в каждом штате свои нюансы, но вы увидите, что там просто напичкано формирование внутри американской исключительности, используя физику, химию. Например, там, когда начинаются уроки химии, они начинаются непредметно, а первое всегда урок в Соединенных Штатах Америки, наибольшее количество нобелевских лауреатов. И первый всегда урок, он как бы именно тематически просвещенный, направленный на закрепление горделивости, необходимости изучения этого предмета, а потом уже как бы идет функционал. И ну, я не то, что полный проповедую, да любую другую страну тоже. И у нас, смотрите, здесь как бы 4000-летняя линейка истории в 4 экспозициях она представлена. И поэтому в книгу рекорда Гиннесса исторический факт попал из-за того, что ни одному другому государству такой кропотливый проект не удалось сделать. Так как только во Франции у нас еще в Германии есть аналоги того, что называется Институт российской истории, а академических учреждений в обоих странах мира просто. Ну вот, это. И мультимедийный артефакт исторического парка. Сенсорные экраны, панорамные видеосистемы, линографика, анимация, мультимедийные карты, проекционный купол, интерактивные книги. А теперь как бы немного практики. Маленький кусочек, то есть вторая часть. Ну, вы знаете, мы будем как бы 350 лет отмечать личности. Они спорят идут и сейчас. Относительно того, если мы, во-первых, возьмем, то как бы, что там известно на исторических, историографических и прочих вещах, что перевешено. Условно говоря, плюсы или минусы. По этому поводу идут исследования. Кто-то говорит, что он просто вестернизировал. Ну и да, он положил начало трещины, которая разделила страну, но это только начальный состояние трещины, которая разделила страну на 2 культурных блока. Европейская ориентированная часть страны, которая уже просто жила в своем мире, и тот, кто остался за пределами. Это даже видно даже в профиле, но кто-то был всего разных причин. Кто-то не был в оставшемся нам в наследии в городе музей фотографии. Но вообще ведь нет ни одного подобия Санкт-Петербург на архитектурной, эмоциональной, архетипической карте Российской Федерации. Это город нечто, один как бы из самых амбициозных, уникальных, удивительных городов мира. Ну и вот этот город как раз воплощал идею Петра
создание некого такого европейски ориентированного вектора развития нашей страны. И как бы Москва, та столбовая, белая, купеческая, боярская Москва. Некий такой вот разрыв даже культурный. И вот смотрите, задание даже создайте космос. А космос это, я не знаю, насколько вы его применяете в своей учебной программе, это как бы побуждение к интеллектуальному взрыву, побуждение к интеллектуальному прорыву, для того, чтобы школьники незаметно для самих себя совершали некие открытия, были очень рады, что они стали участниками некого процесса и создали лично внутренний ноу-хау. То есть то, что приводит к тому, что называется инсайт. Инсайт, творческий прорыв, осенение, я умею, я это достигну. Ну, то есть формирование вот этих конкурентоспособных, амбициозных, в хорошем смысле бойцовских качеств. Ну и тема для космоса. Петр I великая характеристика личности. Дальше. Вот для того, чтобы это было не номинально, а конкретизировано, рабочий лист, алгоритмы, потом достаточно без ничего сложного. Нет, объект изучения личности Петра I, конечно, изначально нужно все знать. В рамках необходимого минимума и проведения урока. Какую роль Петр I сыграл в российской истории, сформулировать свои отношения к данной исторической фигуре. И вот, чтобы вот разобраться в этом, используя метод ассоциативной цепочки из 9 картинок, самое стандартное поле, связанное между собой по смыслу. Ну и как бы вот это вывести. Здесь еще самое главное, когда уже 9 картинок они следующие, они, школьники, это только один из методов, который позволяет решить сами себе. Они здесь вольно-невольно начинают знакомиться, понимать, что вообще источник. Ну, хотя, да, этот источник будет как бы дан на электронном носителе, но здесь вообще можно объяснить очень легко и очень легко, как бы не погружая ни в какие дебри, тоже уровень исторического факультета, вообще, понимаете, что такое источник? Как бы объяснить, что такое источник, какие виды источников есть, потому что изначально мы сейчас не должны работать по потенциальному работу дателя, по большому счету, формировать конкурентоспособную личность, которая в программе копит потенциального работодателя, она составит конкуренцию на рынке труда. Но чтобы эту миссию реализовать, это нужно и нам самим на себя обратиться, чтобы мы тоже соответствовали конкурентоспособному, интеллектуальному выбору той миссии, которая сейчас реализуется как на уровне школ, так и на уровне высших учебных заведений, как в нашей стране, так и за пределами нашей страны. Почему я говорю про высшую школу, а вы знаете, в полностью процессе находится. Да, у нас как бы национально адаптированная концепция реализации полностью процесса. Но тем не менее мы ориентированы на международные стандарты, которые присутствуют не только в системе образования со всеми теми огрехами, которые мы выявили в высшей школе, с ними никак не согласны, корректируем. То есть там нет копирования какой-то, как говорят, западной. Абсолютно нет. У нас как бы на это все наполнено нашим национальным образовательным содержанием. Ну и конец, изучить тематический раздел зале романа, вот четко для себя преподаватель увидит. Что здесь относится к Петру Первому? Изначально, да, здесь сходу не придешь, не проведешь. Конечно, это определенную как бы нагрузку на преподавателя накладывает. Нельзя, можно прийти преподавать, то есть сходу только миссию осуществить экскурсионную, если он как бы перед этим был, что там смотрел. А вот для того, чтобы провести качественный урок, надо прийти. То, что называется разработать схему маршрута. Не теряя времени, подвести маркеры, дальше, посмотреть, чем они наполнены, а для этого нужно дополнительное время. Как бы осознать, пропустить через себя, чем ты функционально будешь пользоваться. И вот только тогда ты достигнешь должного эффекта. Может, походу, да. Для галочки руководство велело, и я пробил отстаньте от меня. Или действительно выложиться. Но здесь вот нужна мотивация. Ну и наконец,
задавать вот то, что называется столкновение на школьном уровне, там, где рождается истина. Коллеги, я вам хочу сказать, что вот здесь все прорисовано для школьников. Что касается возраста уровня, там уже несколько иного, потому что контент, который залит историческим партиям, многофункционален. Здесь у нас были представители академического сообщества Санкт-Петербурга, зал по росту. Такие дебаты начались, две линии столкнулись. Только перья были, потому что был разработчик, был эксперт от линии Академии наук, и как бы Московская, Санкт-Петербургская научная школа на моих глазах там столкнулась. Ну, конечно, там все было в рамках корректной дискуссии. Но тем не менее, я говорю, что это не только, как говорят, ну это у вас там шоу образцово, да ничего подобного. Если смотреть с точки зрения специалистов, мы рады, если нас воспринимают как шоу, но ради бога. То есть как назовите, но если вы сюда приходите, и вас это заинтересовало, и вам нравится история как таковая, и вы получили эмоциональное, эстетическое, художественное и информационное удовлетворение, а бывает и счастье, мы только этим аплодируем. Ну и потом сделайте фотографии объектов, которые могут стать вот своеобразными ответами. Проводили. Почему я вот это вам привел в методику, как работать со школой? Она у них вызывает у них у всех есть айфоны, они во все это залезают. Wi-Fi мы здесь обеспечиваем, он им не нужен уже, потому что они все подключены к этим системами, и они еще быстрее учителя во все это влезают, и там начинается кипиш. Но он идет не зря, не кипиш ради кипиша, а вот как бы реализация этих действий. Если бы вы только слышали, какими они выражениями, да, что я говорю, если только слышали, вот здесь слышно, но они здесь попадают в атмосферу творчества и как бы хотят некого контроля, который они ставят в классе. Я слышал выражение: слушай, а Петр Первый, ничего, оказывается, чувак. Смотри, он за страну был, надо же. И вот они как бы для себя начинают делать открытие. Тот вообще первый знает, что такое Петр Первый. Кто это? А чувствовал? Надо же, высокий тоже. И вот это вот пошло. То есть, если они первые вообще знают, что это личность, начинают погружаться в победу. Это уже реализация той миссии, которую научная историческая партия сложно называть радость. Ну и потом тематический план прохода. Потому что прежде чем решить то, что я сейчас сказал, ну, конечно же, вот нужен. Вот преподаватель нужно обязательно. И восстановление Петра Первого. И смотрите, здесь сразу же 3 тематические миссии реализуются. Становление Петра Первого, формирование мировоззрения, то есть откуда есть пошел Петр Первый. Почему мы вообще вводим в оборот слово мировоззрение? Чем Петр Первый отличается от своих предшественников, венценосных? Это тоже вопрос решается. И вообще смотреть, что школьники формируются. Ага, есть такая вещь, как мировоззрение, есть такая вещь, что смена мировоззрения, есть такая вещь, что смена видения, и в определенных ситуациях это зависит от лидера, будь то это Петр Первый, что кого-то там шагнет, например, моих студентов, и дальше они сразу выходят на уровень главных корпораций и административных чиновников, топ-менеджеров. По идее, это правильно, это наша мысль заключается в том, что в истории там же не только фактология. Вот если так вот разобраться, мы с вами знаем, как специалисты. История – это математика ума. И при том, не то, что я сейчас там хвалю вот эту историю как своих специальностей, но новые понятия, новое видение, новый подход к дисциплине говорит, что там алгоритм, теории, формулы, и при том не зазубривание, но они наполнены более таким вот сложным для восприятия и объяснения вещами, из чего состоит вообще развитие цивилизационного, из чего состоит развитие цивилизации. Ну и не путешествие в Европу, и то, что там с ним произошло, вестернизация. И как бы взаимодействие двух культурных полей, традиционного и привнесенного извне. Какая вот происходит в этой ситуации, такой модерации. Личностные, управленческие, деловые качества. Смотрите, когда мы вводим вообще в оборот определения личные, управленческие, деловые качества, мы как бы создаем некую базу оценочную. Можно оценивать человека
эмоционально, а можно его оценить по неким характеристикам. И вот эти характеристики ты можешь применять на своем школьном уровне в отношении людей каких-то групп населения извне, а также, как бы, если у тебя хватит самосознания школьного, а к этому, естественно, воздействие надо подводить. А ты сам подумай, ты отвечаешь этим характеристикам, ну, примерно, что ты личность, что у тебя какие-то деловые качества, ты можешь управлять своим школьным процессом, например, отводить время и готовиться к самому уроку, что ты, в принципе, способен. Вот на это как бы направлено. Ну и, например, задание кросса будет тропировать после того, как сделал прологовый вход или проход. Ну, смотрите, как бы комментировать вам не буду. И вот вопросы пассивные для школьных, они не проверочные, как на текущие знания, так и предыдущие знания. Ну и потом вот результаты такие, вот такой работы. Это конкретный результат работы не нами специалистами, а вот именно школьных оттуда. Вот что, смотрите, ваши подопечные. И как бы опираясь на... Ну и, наконец, презентация и рефлексия. Презентацию можно показать сами школьникам, сделать обязательно как-то видео, и посмотреть, как они отрефлексировали на то, что вы провели. И оценка этого явления. Ну и вот можно потом предложить в качестве проверяющих и посмотреть, какой уровень знаний, глубина прохождения материала, восприятие того, что мы изучили. Вот они у нас, видите, зал тот, где мы с вами сидим. Обратили внимание? Вот они что, здесь вот это все вытворяют. Потому что вы имеете в виду, если, например, есть расписание, и вы заранее администрацию как бы увидите, вот это пространство, оно моментально как бы превращается вот, в то, что здесь уже можно часть урока зала провести, и потом уже ну, заранее предупредить надо, если нам говорят, а вдруг там много по графику, все, то есть это все вопросы решаемы. Этот процесс, конечно, сейчас нарушил. Ну, и сейчас как бы я уложился ровно в 45 минут, с учетом того, что у нас было вводное слово. Огромное спасибо вам за внимание. То есть, желание я выполнил. Не затягивайте, я надеюсь, и мы с вами достаточно как бы динамично все посмотрели. И вот на одном примере вы могли потенциал, содержательную часть, интеллектуальную, наполненную исторического парка «Россия. Моя история». Я что вам хочу сказать, вот мне очень понравилось, как вы сказали, что пограничные районы будут другие парки проверить. Дело в том, что в связи с тем, что потому что наши парки, они, конечно, находятся под финансово-техническим и прочее, как кураторством главы региона, и президента Российской Федерации, потому что да, Владимир Владимирович, мы очень благодарны. Нас вписали в национальный проект. И это не так просто было. Ученые сказали, да, это живой, динамичный человек. И вот на первом этапе именно школьное образование. Как оценили, что вот этот эффект воздействия при правильной подаче материалов, здесь самое главное не загубить их, потому что если сюда приводить формально, и ну, как бы насилие не это уже идет выхолащивание, для галочки, потому что я знаю, что со школами, и это объективная реальность, там нужно выполнить целый ряд технологических циклов. Приказы, детей просто как нельзя, сами не могут, это должен быть автобус и вот, перемещение из одного места в другое, с учетом вот сейчас современных как пандемических явлений, ограничений, достаточно сделать сложно.
студентами, они все совершеннолетние. Они функционируют в рамках того протокола, который прописан в высшем учебном заведении. И это уже российско-мировая традиция, что есть такое понятие, как занятия на других площадках, они монтируются в расписании, и используя принцип мобильного передвижения, это для них не новость. Потому что университет может быть разбросан, там только уже служба обеспечения расписания продумывает, они сюда приезжают, проходит, что, в принципе, ваш факультет органично уже несколько лет. Спасибо вам огромное за внимание. Если у вас будут вопросы, с удовольствием. Позвольте. Ну, понятно, что вот, исторический парк он просвещает, учит, да, помогает реализовывать образовательный процесс. Он для учителей школы и преподавателей вузов, правильно отметили. Но учителю вот, нужна, наверное, методическая помощь. То, что, о чем мы говорили, да, что я интересовался, видел, да, я эту брошюрку, да. Ну, во-первых, она, наверное, нужна в открытом доступе, и, во-вторых, если мне память не изменяет, я видел в Гульнар Талгатовне, подержал несколько минут. Если память не изменяет, там представлен 20 век. Нет, не представлен. В этом плане потому что это процесс очень такой, как сказать, достаточно длинный. Это методисты, ученые, представители школьного сообщества Санкт-Петербурга выиграли грант, губернаторский грант, и проводили методично работу в течение 2 лет. Эта работа была, знаете, такая мониторинг. Потом приятно все спрашивать. И, естественно, такую работу, которая требует вложений и финансового обеспечения, сделать на весь контент исторический невозможно. Потому что вот если вы возьмите за единицу исчисления исторический факт Российской Федерации в рамках федерального контента, сколько нужно времени для того, чтобы осознать, не посмотреть, а осознать. Поэтапно проходя 1,5 месяца. Вот насколько здесь много информации. И поэтому 20 век нужно работать методической разработки. А вот что касается рубеж 19-20 века, он сделал. Теперь касается вашего вопроса. Вы мне вчера этот вопрос подняли. Нам определенное количество прислали. Поэтому я говорю, что мы с очень хорошим отношением с историческим парком России на Санкт-Петербурге, мы дружим. И вот учителя года нам удалось поэтому сюда привести, вот здесь мастер года удалось. И ограниченное число. И вот были мероприятия, когда приходили учителя, и плавили перо тоже, и выданное количество методических пособий, они как бы уже взяли. И я это держу на контроле, и, наверное, вот мы лично вам, если вам будет что-то еще добавить, мы обязательно вам передадим, потому что не в наших интересах быть собакой синей. Скорее всего, мы даже можем вам передадим наши библиотечные. И я вас понимаю, и я с коллегами поговорю. Если у них вышла новая версия, и, там поставлен копирайт, и можно как бы это в PDF-формате сделать рассылку, мы тоже это решим. И тот, кто, когда этот вопрос будет решен, вы уже, наверное, сможете заинтересованным учителям с точки зрения даже восприятия тех методологических, новинок, не обязательно в разрезе исторического парка, если что-то
не будущие работать. Я говорю, что достаточно школьников это целая, оказывается, такая законно определенная процедура, которая сложна, чем, например, взаимоотношения со студентами. Считается, а студенты они мобильны. Им не надо автобусом, не надо сопровождением, не надо каких-то там прав и прочее. А сейчас это с методического пособия по формате открытого. Ответом нет, потому что он есть в PDF-формате, но там правообладатель не только исторический факт, но еще и другие лица, они пока согласны. Поэтому комментирую, что действительно было бы здорово, если бы такое пособие было. У нас сейчас в этом году открывается психолого-педагогический класс. Смотрите, вы можете, вы извините меня, давайте я все-таки в библиотеку схожу. Мне сегодня обещали поискать там, а вы буквально 2-3 минуты дозовете. А пока вы не против, вы будете говорить, а я вернусь. Если у вас нет никаких, то если у нас всегда такой вопрос, я решаю раз. У нас действительно сейчас есть психолого-педагогический класс, мы в этом году открыли один класс школы Гимназии города, Гимназии номер 7, и Октябрьская гимназия номер 11. Конечно, мы, во-первых, обещаем, да, что у нас в этой школе будет класс, который должны быть все самые новые вещи, самые новые. Что касается продуктов, что касается достатка детей, созданы площадки, но до них нельзя добраться. То есть такие искусственные созданные препятствия, которые, да, студенты у нас есть настоящий факт, еще учитель, и даже если мы можем здесь проводить занятия, в школе детей надо достать. И вот когда с Павлом только начиналась работа, в 2017 году, вопрос доставки детей, вообще перенос детей, он также пошел чуть больше. Но я знаю, что ряд школ и директоров школ эти вопросы единожды утвердили, решили и потом решают. Все зависит от того, что если школа решила, что да, это необходимая часть учебного процесса, и нужно просто раз и навсегда договориться со всеми партнерами, которые участвуют в пакет документов собран. Пакет документов типовой для каждого перевозки. Есть партнеры, которые в этом участвуют. Одиножды решить вопрос, нужно постоянно шаблоном вопрос уже работать. Был бы же, сразу задается желание не хватит. Поэтому учителя, которые действительно говорят, а я хочу вести там часть проекта исторического маркета, историю, да, они могут попросить завуч директора, разговаривать чтобы и в расписании эти уроки наносились, да, ну, скажем, на тот день, когда это плануют, пятница, последний урок, да, или любой день, последний урок, да, 2 урока истории, специальные часть недели, и выпадок. Да? Не вам же надо каждый день ходить. Сколько уроков вы сохраните? Математическая главе включить урок достаточно. Я не знаю, что ты спросила, в случае потом языкам скажи, там сколько километров. В Ижевске есть исторический? Нет. Нет? Нет. 24. Сама Речья. Сама Речья. То есть тогда за Урале, конечно, помню, Челябинск, а Восток. Если у нас все вопросы. Я пошел оценить. Дело в том, понимаете, некоторые вещи есть. У нас вообще с парками. А вот сегодня я еще участвую в конференции, которую парки проводят. И мне сейчас на другую площадку можно перенести. У нас с парками очень как бы тесные взаимоотношения, есть бюджет тоже на пересечение. Тогда, Сузаки вчера сказал, хорошо, что исторический парк «Красивая история» с учетом двухчасовой разницы работает. И они быстро, используя здесь же такой функционал, можно подъехать в аэропорт и сдать. И вот поэтому вот борт прибыл. И я вам как бы, кстати, этим можно пользоваться. Я это вам даю, и я не буду уверен, что это
Передача. Если простите, вообще вопрос. 6 раз, пожалуйста. Нормально. Давайте. Ваш вопрос. Да. Можно пойти еще, давайте уже. Да. Ну, я думала, поскольку здесь присутствуют коллеги из Нефтекамска, да, они то, безусловно, да, кто сегодня руководитель района это объединения? Вы же остались все прекрасно. Тогда руководитель района объединения учителей города Нефтекамск из фактически Рустама Асхатовича. Что я там преподавал в филиале Нефтекамского университета, Башкирского университета, и до сих пор очень теплые отношения. И целый десант историков с исторического тогда факультета Башкирского университета на партнерских отношениях мы вахтовым методом в нефтекамский филиал выезжали, обеспечивали учебный процесс. Но там сейчас нет направления истории. Но там есть поле сейчас открытие. Да, но там уже во своих собственных силах хватает, там профессиональные историки, они защитились на базе Башкирского кандидата исторических наук, поэтому они миссию целиком выполняют. Мы будем рады. Спасибо. Я всегда с удовольствием приезжаю в ваш город, потому что 8 лет жизни с ним связаны, и самых таких светлых. И другие города тоже у нас прекрасны. Это уже некоторая маленькая родина, туда 8 лет, 6 раз в год, на 3-4 дня. Я и мои коллеги ездили и обеспечивали там направление. Ну, после них и нет, уже все поэтому они все равно. Ну и потом, вот я уже вам говорил, о том, что предложения, которые через меня коллеги из Государственного педагогического, Оренбургского государственного педагогического университета тоже по решению профильного министерства ориентированы на работу с нашей классом. Я думаю, я не то, что думаю, я уверен, что ситуация, в которой мы сейчас оказались, она разрулится и перспективы. Спасибо огромное, Рустам Асхатович, за очень хорошую прекрасную лекцию. Самое с удовольствием у меня еще и получилась возможность. Оказалось, огромное вам спасибо. Ну, я уже сегодня сказала, с тобой партнерство и самые формальные искажательные пункты на нашей работе. Спасибо вам. Я надеюсь, мы дальше будем подобные проекты реализовывать. И предоставлять площадки вам. Вот у нас такой весь зал случайно организован, и более масштабные мероприятия сейчас уже не разрешены. И поэтому можно тоже функционалом нашего зала мы, конечно, тех которые существуют которые существуют в нашем государстве. Спасибо вам большое, друзья, что вы нашли время, приехали и сочли себя возможным. А сейчас, пожалуйста, здесь все, у кого есть время, кто как бы не ограничен какими-то другими мероприятиями, посетить экскурсию, которая пройдет специалист нашего парка. Спасибо вам большое. Спасибо. Потом мы выставим. Хорошо? Спасибо. Закирович. А это Закирович? Смотрите. Спасибо. Я больше. Хорошо.